по-настоящему сбывается. Потому что сейчас в нашей студии народная артистка СССР, народная артистка Грузии, неповторимая Нани Бригвадзе, которую я ждал все эти годы, и ее «Снегопад». Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит заселить надо мной небосвод. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабье лето, торопиться не спеши. Не спеши, снегопад, я еще не готова. Ты еще не успел мою душу смутить. Неизлитую боль лебединого слова не тебе, а ему я хочу посвятить. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи во мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабе лето, торопить не спеши. Я еще разобьюсь о твою неизбежность. Голубая метель запорошит мой дом. Я прошу, снегопад, не заснешь мою нежность, не касайся любви леденящим крылом. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабье лето, торопить не спеши, торопить не спеши, торопить не спеши. Ради этого момента стоит жить, вы не представляете. Нани Бригвадзе! Спасибо. Спасибо. Я сейчас смотрел на это видео и подумал, что песня актуальна. Все так же идет снег, холодно, минус 20. Нет, актуально всегда будет, потому что у вас столько очень долго зима длится. А что хочет женщина в 2012 в декабре? Наверное, любовь, наверное, здоровье, наверное, спокойствие. Все, все.
чудесный край. Но когда мы попросили вас спеть «Снегопад», Вы знаете, конечно... в чем дело? Мне уже неудобно. Я-то с удовольствием пою, потому что я, что вы знали, я сейчас... Вживую, да, Наня Это делает. понятно было, кстати, что это живой голос. Может быть, я даже и не очень хорошо спела, но от души, во Наня. всяком случае, спела. Да. Ну, расскажите нам, как вы живете, потому что понятно, что песни все любят и знают наизусть, но так редко Бываю удается я. быть... да, рядом с вами. Живется неплохо. Вообще лучше говорить, что Хорошо. хорошо. Конечно, это передается всем. Но хорошо – это не то слово. Знаете, хорошо нигде не живется. У всех есть свои претензии к жизни. Но в общем, если взять, то надо не терять надежду на то, что все это утрясется и все станет на место. Но вы, если вот в процентном соотношении, сколько в Москве и сколько... Я в очень Тбилиси? часто бываю в Москве. У вас такой гастрольный график, что когда мы Да. увидели ваше расписание, я Очень просто большой. поразился. Ну, что- а как иначе? Я же не могу сидеть дома. Это работа. Это еще и работа, и помощь всем. Небольшая Этим. материальная поддержка. Да, ну, конечно, как этого нельзя игнорировать. Это. Ну, новогодний стол кто накрывает? Новогодний стол накрывает дома моя дочь. То есть вы на Моя дочь. кухню... Нет, кухня меня не касается и никогда не касалась. Вот это видно, вы знаете. Да. Ну, что вы... Нет, но я дом свой люблю, и я люблю и любила, во всяком случае, убирать. И вы удивитесь, я очень любила посуду мыть. Очень любила, когда Но это это было успокаивает, это чисто. какая-то Ну медитация. что-то. И я люблю, ну, кто не любит чистоту Вода и уносит аккуратность. все плохое, поэтому, наверное, женщины да, иногда да. предпочитают сами мыть посуду, чем доверять это важное дело какой-нибудь там посудомойке. Это точно совет от Геннадия Да, Петровича, Лина. да, точно. Давайте посмотрим, как вы живете в вашем московском доме. Ой, Внимание. это такая чудная. Я очень полюблю. Вайме, какой ужас, опять снегопад. Как по-другому пою. Молодой, все преграды не существуют. Усталости тоже не присутствует. Я все время, я могла 2 месяца, 3 месяца не быть дома. Это было страшно для меня. Но никогда у меня денег не было. Я получала 48 рублей. И они стеснялись. Тогда деньги не имели значения. Никто не стремился построить замки и иметь машины. И все. Мы жили очень свободной жизнью в этом смысле. Это счастье, когда я знаю, что я приезжаю, есть у меня свой уголок, который мне подарили. Потрясающие люди. Моя жена очаровательная, и он тоже. Представляете, грузины. Так что я им очень благодарна. Это моя маленькая квартира, которая это как бы у меня как гостиница. Вот это моя библиотека вроде. Здесь это я и Медей Гонглешвили, это шарш. Очень смешно. Но это и не убрала, пусть это будет здесь в Москве у меня. Это моя спальня, которую надо доделать. Но это я очень кровать люблю, потому что здесь матрас такой, что принимает мое положение. И иногда я вообще не хочу вставать. А это вот такая как бы и гостиная, и столовая, ну как хотите. Мне это хватает. Я все время благодарю Бога, что не оставляет меня без внимания. Все время у меня концерты, правда, такие закрытые, клубные. У меня большая семья. Это какое счастье, вы не представляете. Ну, встаем страшно. Значит, у меня одна дочь. Дочь родила 3 детей. 2 мальчика, 1 девочка. 1 внук женился, и у него уже 2 мальчика. Я и не бабушка, и не прабабушка. Я нани для них. Ну, вот здесь вы сказали, что поклонники вашего таланта помогли вам
с Да, квартирой в Москве. да, А вот какие еще, скажем так, вот мы знаем грузинских мужчин, которые, Мне если очень- они любят, то они... Вы знаете, в чем дело? Очень трудно сейчас вам сказать, сколько я что получила. Очень много подарков. А вот ваш муж как относится? Какой муж? У меня нет мужа. Давно нет у меня мужа. Во-первых, был муж, потом мы разошлись, а его уже нет в живых. Но я замуж не выходила. То есть не хотите? Какое время мне сейчас выходить Нет замуж? времени, нет времени, Андрей. Нет, времени всегда найдется, если ты хочешь. Если доступно мужчина. Ты захочешь, нет. Но вы не хотите. Даже и не думаю, в мыслях нет. У меня огромная семья, дети. Какое время мне выходить замуж? Вы что? Я прекрасно обхожусь без них. Вот еще один жених к нам пришел. Заходите тоже новогодние О, пробки. ну Юлия за Соломон. такого я бы вышла. За такого бы вышло. Вы оказались сюда. Я думал, что вы с братом рядом сядете. А? Думал, что вы с братом рядом сядете. А У нас может быть, еще сразу 4 с брата Наней? приедут, поэтому они еще нужно еще 4 места. Семен, Андрей. Аркадий и Виктор еще должны Я приехать. сегодня, вот я сейчас Юлику увидел, я даже не ваш такой приятный сюрприз, потому что сегодня как раз 40 лет, как мы с Юликом были в одной программе вместе, на финале Бахтинского конкурса. 40 лет мы ни разу не встречались на одной телевизионной программе. Это такой, у меня Шампанское в студию. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Правда, это даже не песня, а дуэт. Внимание на экран. Любимый, что случилось, объясни. Объяснение. Зачем мне? Но ты меня так преданно любил. Да-да, прости. Об этом я забыл. Слова любви ты часто повторял. Да, я их, должно быть, растерял. Но ты со мной о будущем мечтал. Прости. Должно быть, я устал. Вы помните, когда была эта съемка? Да, я помню. Ты в меня так верил. Но вся страна была в полной уверенности, что вы должны пожениться, вы муж и жена, и... Все время спрашивали, вы муж и жена, вы муж. Я сказала, а почему вы? Да? А жаль, что вы не жена. Я сказала, чудная у него жена, хорошая семья. Мы очень близки, очень дружили. Не надо оправдываться, Надя. Что было, то было. Да, что было, и было. Фильм был на экранах. Не надо. А как, кстати, сейчас Вахтанг поживает? Как Вахтанг поживает, мы сейчас узнаем. Он не дает интервью, скажем так часто, но для сегодняшнего вечера он сделал Правда? исключение. Да, и давайте послушаем, что он рассказал о советском прошлом. Внимание. Когда меня спрашивают, как вы хотели стать певцом там или актером, я мечтал стать художником почему-то. Но не хватило таланта, наверное. Смотришь и завидуешь. Самая любимая вещь это в подвале лежит у меня, это спиннинг. Я вообще заядлый рыбак. И как только вылезает такая возможность, я куда-нибудь уезжаю, на озеро, на реку. И ловлю рыб. Ну, маленьких, небольших. Обычно рыбак играет вот такую рыбу, понимаешь? Хороший отдых. Это, наверное, половина того, что есть. Но это вещи грузинские орден. Золотой Святой Георгий. Россия, это тоже Украина. Международный орден Николая Чудотворца. ჩემი სიმღერა დებმა მასწავლეს ჩიტების ტვენა ასე მგონია ამ სიმღერებით ავიდგიენა В первую очередь вспоминается вот этот очень некрасивый наш советский герб.
серп и молот, который я очень не любил. Может, на меня не обижаются приверженцы коммунизма, но этот рисунок сам был очень некрасивый. Я туда исходя, нас нигде не любили из-за этого. Была такая сборная команда артистов. И мы после концерта сидели в номере, пили чай в гостинице. И вдруг начался страшный крик на улице. Тоже выскочили на улицу, оказывается, передали, что убили Кеннеди. И был такой испуг в городе. И она очень испугалась, а я вцепился, чтобы ее успокоить. Ну, и так и не отпустил потом. На всю жизнь. Алло, Ларису Ивановну хочу. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Были тогда худсоветы. Надо было все выносить на худсовет. Тогда композитор был композитором, поэт был поэтом. Худсовет говорил, что это можно, это нельзя. Конечно, много запретов было, но какое-то качество было. Я вообще считаю, что искусство должно что-то нести обязательно. Нельзя, чтобы когда человек уходит со сцены, да, из концерта, со спектакля, он должен думать о чем-то, что-то он должен с собой уносить. Вот этого нет. Я обожаю русский народ. Я очень скучаю без российских слушателей. Очень. Как часто вы видитесь? Очень часто. Очень часто. И мы вместе тоже выступаем. На рыбалку? Нет, рыбалки нет. Он так часто там бывает. Он может неделю побыть там. Это очень важно для него. И для нас всех. Мы радуемся, что он дышит свежим воздухом. Потому что очень много курит. Это ужасно. Ну что-то, как вы считаете, может заставить его приехать в Россию? Вы знаете, в чем дело? Это я ничего не могу сказать про него, но должно быть немножко, чтобы время прошло. Вот подождите немножко, и он приедет к вам. Между прочим, я сейчас очень открываю себя и очень откровенно с вами говорю. Его так здесь любят, его знают, его Он знает, женщины он знает, что, боготворят. конечно. Он отказывается, конечно, грустно. Хочется Знаете, видеть. ничего этого хорошее мужчину. долго не длится, и плохое тоже, не дай бог, чтобы долго продлится. проходит, и это Все пройдет. проходит, и мы опять-таки будем вместе. Это точно, Дай я Бог. знаю это. И так и должно быть. Давайте послушаем